До Октябрьской революции на территории Коми-края были начальные школы, духовное училище, ремесленные школы, две, Байкино и в Уссысольске, учительская мужская семинария и две гимназии, мужская и женская. Женская гимназия располагалась в деревянном здании, и вскоре возникла потребность замены этого старого деревянного здания, и решено было построить новое. Был заказан проект этого здания в Петербург, и по этому проекту было выстроено каменное, двухэтажное, красивое здание. Там была надпись «Уссысольская Александринская женская гимназия». Существовала такая традиция в России, чтобы в честь императрицы давать имя женским гимназиям. Это здание было построено на деньги земства и по проекту петербургского архитектора Адросова. Открытие гимназии 11 октября 1914 года состоялось очень торжественно. Стал вопрос о том, кто возглавит, кто станет во главе этого учебного заведения. В российских газетах была дана информация о том, что открылась гимназия и нужна начальница. Так называлась эта должность. И на удивление 34 заявления из самых разных городов Российской империи поступило сюда, в город Уссысольск. Среди них были женщины, девушки, которые закончили курсы иностранных языков в Петербурге, в Париже, в других городах. Выбор начальства пал на Лукину Марию. Выбор этот был оправдан, и Мария Лукина возглавляла гимназию с 1909 года, с момента образования, до 1918 года, до преобразования в советскую школу второй ступени. Конечно же, сразу встает вопрос об учителях. Кто преподавал, какие предметы изучали и так далее. Курс обучения был 8-летний, то есть 7 лет учились все, а те, которые желали, девушки получить профессию учительницы, они заканчивали 8 класс, который так и назывался педагогический. И уже на 8 году обучения основное внимание уделялось методике изучаемых предметов. Они давали пробные уроки, то их конкретно готовили к деятельности в качестве домашней наставницы, учителя начальной школы. И также круг предметов, изучаемых, был довольно разнообразен. Это алгебра, это арифметика, это русская словесность, так называлась литература, это русский язык, это география, история. Был такой предмет, как рукоделие, рисование, пение, и, конечно же, иностранные языки. Когда образовалась гимназия, то были опасения, найдутся ли люди, знающие иностранный язык, которые поедут в провинциальный город Уссысольск для того, чтобы обучать девочек иностранным языкам. Но, к счастью, эти опасения не сбылись. Изучали 2 иностранных языка – немецкий и французский. История женского образования в Коми-крае имеет свои отличительные черты. Какие? Прежде всего, по времени женская гимназия в городе Уссысольске возникла несколько раньше, нежели мужская. Второе. Наше традиционное представление о составе обучающихся, что это дочери дворян, зажиточных людей, а на севере, в Архангельской губернии, Вологодской губернии, на территории Коми-края ситуация была иная. И преобладали среди гимназисток выходцы из крестьян, мещан. Конечно, были дочери купцов, дворян, чиновников,
но их было немного в силу немногочисленности этих категорий населения. Обучение было платным. Плата была разная, она возрастала в старших классах. Вы знаете, вот в архивных материалах я не нашла ни одного случая, когда бы отчисляли за неуплату. Очень много есть прошений о том, что просят родители помочь, оказать помощь в уплате денег. Я бедный мещанин, у бедного мещанина 3 дочерей обучаются в платной гимназии, на 4-ю вот не хватает и так далее. Вопрос платы решался. Источники содержания женской гимназии – это государство, это город, это земство, это плата за обучение. То есть вот общими усилиями решались эти вопросы. Была введена специальная форма, указывалось, что в будние дни ленты в прическах должны быть черного и коричневого цвета. То есть не разрешались ленточки такого, ну, скажем, ярких окрасок. Ну и кроме того, что была оформлена одежда, еще необходимо было приобрести шляпки из фетра, из соломки, из барашка. Необходимо было приобрести пальто. В валенках ходить не рекомендовалось, значит, нужна была обувка, ботиночки и так далее. Но все это требовало, конечно, больших денежных затрат. Очень бережно относились к своей одежде, к обуви. И поэтому, когда фиксировал инспектор в ходе своей проверки учебных заведений города Уссысольска, что из города Вильгарта они шли пешком. Ботиночки, ну, разумеется, не суровой зимой, а уже теплой весной, летом, а ботиночки бережно несли в руках. И потом уже перед входом в город они уже приобретали, как там было написано, городской вид. В 1918 году гимназия была преобразована в советскую школу 2-й ступени. До этого в актовом зале было провозглашено установление советской власти в городе Уссысольске. Затем здесь состоялось создание областной комипартийной организации. Затем была открыта школа номер 14, ну и затем гимназия имени Пушкина. Да, вот это очень важно. Нужно сказать, что это здание является памятником истории, культуры, это объект культурного значения и находится на охране у государства. Нужно отметить, что традиции, заложенные дореволюционной гимназией, они в настоящее время сохраняются, продолжаются в деятельности женской гимназии города Сыктывкара, которая была образована в 1992 году, и во главе которой стоит Валентина Васильевна Кулимова.